явно сама Армения и Азербайджан, насколько у них это получается, другой вопрос, решили на двусторонних отношениях договариваться. То есть были попытки через Россию, были попытки через Америку, США, через Брюссель, и везде были какие-то проблемы. И динамика началась после того, как Баку и Ереван с трудностью, однозначно, конечно, трудностью, но своеобразным драматизмом, но как договариваются. Насколько переговоры были успешны на двусторонней основе, что даже текст согласовали уже. Сейчас там за текстом есть какие-то условия, это с этим надо работать, но то, что текст уже завтра же можно подписаться, это факт. Это они добились этого именно на двустороннем уровне, не через Вашингтон, не через Москву, не через Брюссель. На этом фоне Грузия вообще не видно. Даже Анкару можно как-то увидеть какие-то цели, но Грузия вообще не видно. Поэтому у Грузии есть попытки, постоянно предлагает, скажем так, столы и стулья, то есть для переговоров, немножко иронизирую, но больше этого ничего. Никакой концепции не предлагает, какой-то общекавказский контекст. Много в Грузии, как и везде, в Азербайджане, в Армении есть хорошие места. Можно в хорошей гостинице, в зале, при хорошей мебели и в хорошем, скажем так, кухне можно провести, переговоры. Кроме этого ничего не предлагает.